вопрос. Я почему задумался, потому что мне очень тяжело говорить об этом и горько, поскольку я считаю, что ситуация в Республике Дагестан сегодня одна из самых тяжелых на Северном Кавказе. И я не стесняюсь об этом говорить и говорю об этом всегда открыто, в том числе и такой оголтелый национализм, такую слепую приверженность только своему народу. Это тоже губительный путь, поскольку мы всегда выживали в составе большой национальной семьи, многонациональной семьи. Другая часть молодежи резко ушла в религию, причем сметая все традиции, не слушая родителей, опровергая все устоявшиеся понятия в этом обществе. И вот это вот состояние, когда в разные стороны растаскивается наше общество, даже молодежное сообщество, оно вызывает резкое напряжение в обществе. Вот этот уровень конфликтогенности, он очень высокий. И власти не знают, что с этим делать. Власти не знают, как решить эту проблему. А если даже догадываются, если до них доходят советы экспертов, они это не умеют делать. Они не могут справиться уже с этой ситуацией. Поэтому я открыто говорю, что нам нужно обновление политической элиты. Нам нужен приход к власти нового поколения лидеров с более высоким уровнем образования, с более высоким уровнем ответственности, с более высоким уровнем самопожертвования. Почему? Потому что сегодня наша молодежь не пойдет за теми лидерами, которые не верят в то, что они декларируют. Которые на словах говорят одно, на делах делают другое. Сегодня нам нужен харизматичный лидер, который выйдет к народу и скажет: я готов с вами навести порядок на улицах, я готов с вами остановить коррупцию, я готов с вами пойти в больницы и бороться с теми врачами, которые вымогают деньги с больных, с рожениц, с беременных и так далее. Нам нужен человек, который спустится с политического Олимпа к народу и начнет вместе с ним решать существующие проблемы. Я бы хотел поделиться с нашими земляками опытом моей работы. Я пытаюсь ответить на вопрос своего коллеги Руслана. Дело в том, что я в течение 3 лет вместе с журналистом Максимом Шевченко с делегацией Общественной палаты ездил по городам и селам Северного Кавказа. Начиная от Карачаево-Черкесии и заканчивая Дагестаном. Мы посещали столицы, мы посещали маленькие села. И везде собирали аудитории огромные, по 300 человек, чтобы услышать, что волнует народ. В том числе мы были в Дагестане, в таких населенных пунктах, как Махачкала, Избербаш, Дербент, Кизляр, Хасавюрт. И от Карачаево-Черкесии до Дагестана по всему Кавказу звучит одна проблема. Государство не дает нам работы. Государство не платит нам достойную зарплату. Я понимаю, что за годы советской власти наш человек привык ориентироваться на государство и ждать от него работы, ждать от него пособий и заработной платы. Но я хотел бы напомнить нашим землякам, что было время, когда государство не платило нам зарплаты, не платило нам пенсии и не давало нам работы. И тем не менее наш народ выжил перед лицом истории, перед лицом завоевателей и создал лучшие образцы национальной культуры, интеллектуального, научного наследия. Я приведу яркий пример. Вот один из карачаевских имамов встал на такой встрече в городе Карачаевск, когда мы встречались с ними, и сказал: уважаемые земляки, вы все жалуетесь, что у вас маленькие зарплаты, что у вас нет работы. Но он говорит: посмотрите, у каждого есть дом, есть телевизор, есть холодильник, есть машина. Он говорит: никогда наш народ не жил так хорошо, как сегодня. Никогда житель Карачая, Карачаевского аула, не имел такой добротный дом, не имел телевизор, холодильник, машину. Они жили в бедной сакле, они жили в скудной одежде, они жили, трудясь на земле. Я не призываю вернуться в то время. Я говорю о том, что в то время, когда не было зарплаты, наш народ умудрялся работать на земле, обрабатывать ее и трудом своим кормить свою семью и сохранять свой народ и свою культуру. Сегодня возможностей для работы на земле еще больше. Появились удобрения, сельскохозяйственный инвентарь и так далее. Техника, все в принципе есть. Сегодня для нас открыты рынки
целой Российской Федерации, открытые рынки зарубежных стран. Но наш народ, наша молодежь не хочет работать. Сидя на земле, они говорят, у нас нет работы. Когда у тебя есть земля, один из ценнейших ресурсов на этой земле, на этой планете, нельзя говорить, что у нас нет работы. Всевышний подарил нам богатейшую землю, самую плодородную в Дагестане. И мы говорим, у нас нет работы. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я сторонник западного подхода к поиску работы. Я считаю, что государство не обязано нам предлагать работу. Я считаю, что нужно поддерживать инициативы людей снизу, чтобы развивался малый бизнес, средний бизнес, чтобы любой желающий, парень, закончивший 11 классов, парень, закончивший техникум, получивший образование в вузе, мог начать собственное дело. Нам нужно требовать от государства не зарплаты, нам нужно требовать возможностей, чтобы нам давали гранты, чтобы нас освобождали от налогов, чтобы нам позволяли... Условия нужны. Нам нужны условия, чтобы нам открывали рынки соседнего Азербайджана, Грузии. Пожалуйста, заключите международный договор. Это уже вопрос к государству. Заключите международный договор, чтобы я мог свою продукцию возить в Баку или в Тбилиси. Мы должны требовать от государства создания возможностей, чтобы каждый из нас мог создать свое дело, открыть свой бизнес, создать свой, допустим, научный центр или маленькое средство массовой информации, зарабатывать деньги и достойно, с гордо выпрямленной спиной смотреть в глаза своим детям и своим старшим.